Слово предоставляется первому заместителю министра экономики республики Марии Михайловне Аргуновой. Спасибо, Александр Ильич. Мария Михайловна. Добрый день, уважаемый Михаил Ильич, уважаемые главы муниципальных образований, дорогие коллеги. Как вы знаете, 8 ноября президентом Российской Федерации у нас был подписан указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. В перечне документов стратегического планирования исключено понятие стратегии социально-экономического развития или фронтальная стратегия. Ее на сегодня заменяет комбинация указов президента страны о национальных целях и единого плана достижения национальных целей. Национальные цели у нас определены 5 единиц. Это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. На сегодня в целях обеспечения синхронизации федеральных стратегических инициатив с субъектами ведется работа по корректировке стратегии социально-экономического развития, в том числе и у нас в Республике Саха-Якутия на сегодняшний день Министерством экономики данная работа ведется. Также мы совместно с муниципальными образованиями прорабатываем вопросы дополнения стратегии новым приложением в разрезе муниципальных районов и городских округов. Также начата разработка единого плана по достижению стратегических целей Республики Саха-Якутия. Но данный единый план на федеральном уровне на сегодня содержит 26 показателей верхнего уровня по 5 национальным целям, 145 индикаторов и 92 фактора достижения национальных целей и 42 стратегические инициативы. Министерством экономики на сегодня проведена декомпозиция показателей национальных целей развития на уровне муниципальных образований. По итогам... Мария Михайловна, слайд надо показать, потому что вот первый лист стоит и таблицы, да. Коллеги, пожалуйста, можете помочь крутить слайды. 42 стратегические цели, о чем я говорила. Первый слайд у нас был по 5 блокам национальных целей. И также следующий слайд, пожалуйста, покажите, там стратегические инициативы. Еще раз прокрутите, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, подключите. Так, стратегические цели Республики Саха-Якутия. Здесь по блокам мы тоже в слайде отражаем и показываем. Спасибо. Так. Также у нас будут вноситься изменения в разработке государственных программ. Мы все знаем, что госпрограммы на сегодня являются реальными финансовыми инструментами по реализации мероприятий по национальным целям, единому плану и так далее. На сегодня у нас в Российской Федерации принято постановление правительства 786, и на базе этого на сегодня на территории республики тоже реализация по синхронизации, по четкому определению показателей, установленных президентом страны по национальным целям единого плана и так далее. У нас проходит синхронизация. Новый порядок по государственным программам мы будем вводить в течение 2022 года. Если вкратце про базовые документы, которые на сегодняшний день прошли некое изменение, я вкратце рассказала. И в части семейной экономики мы хотели бы тут на примере семьи сельской показать, какие мероприятия, какие цели могут воспользоваться сельская семья. Примерно мы различаем 5 видов прибыли семьи. Это, конечно же, заработная плата, получение компенсации алиментов, выручка собственности, это рента, может быть рента, дивиденды или проценты, или аренда имущества, самостоятельная деятельность в сфере сельского хозяйства, о чем сейчас Александр Павлович уже озвучил, социальная, государственная, финансовая выплаты от государства. Как раз мы про это хотим сказать. Михайлова, слайд крутится.
Михайловы-старшие живут в село Бердигистях Горного Луса в частном доме. Николай Николаевич с 2020 года владеет крестьянским фермерским хозяйством, а супруга Анна Петровна является пенсионеркой. Семейный доход составляет у них 65 тысяч рублей. У них 3 взрослых детей и 2 внуков. В семье Михайловых-старших в 2021 году Анна Петровна прошла обучение по специальности бухгалтер в рамках национального проекта «Демография» и устроилась на работу в крестьянском хозяйстве, в семейном крестьянском хозяйстве Николая Николаевича. Так как семья старших Михайловых живет в частном доме, они с большим воодушевлением услышали послание президента страны о бесплатной дегазификации населенных пунктов до границ земельных участков, и на сегодня они подали заявку на газификацию своего дома. Также в рамках регионального проекта в случае реализации проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда», на сегодня главой их населенного пункта разработана проектно-сметная документация и проводятся работы по строительству в их селе водоочистной станции. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирована на сегодняшний день дорога до села Бердигистях. Крестьянское фермерское хозяйство семьи Михайловых-старших по итогам 2021 года получило субсидии на молоко на 42,9% больше, чем в 2020 году при таких же объемах сданного молока. Но, как вы все знаете, у нас на территории республики введены новые механизмы государственной поддержки на маточное поголовье крупного рогатого скота, личных подсобных хозяйств, поставки 35 тысяч рублей на голову, и субсидии на молоко увеличились до 50 рублей на литр. В 2021 году Николай Николаевич стал обладателем гранта «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», благодаря которому он построил себе коровник. Семья старшего сына Александра, сын старший является предпринимателем, видом деятельности сетевых изданий. С 2021 года они живут в собственной квартире. Благодаря дальневосточной ипотеке по 2% годовых они купили себе квартиру в городе Якутске. После рождения второго ребенка семья получила федеральный материнский капитал в размере 484 тысячи рублей, так как ребенок был рожден до 1 января 2020 года. Также Александр является резидентом IT-парка. В 2022 году его бизнес выходит на внешний рынок. В 2022 году в семье родится третий ребенок, и при рождении третьего ребенка установлен республиканский материнский капитал семья в размере 139,7 тысяч рублей. Также размер республиканского материнского капитала с учетом индексации на 3,4% составит 144,5 тысячи рублей. В дополнение к ним в новорожденном 2022 году, столетие со дня образования ЯССР и году матери в Республике Саха-Якутия, они получат целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей. У них сын Артем сегодня учится в школе и посещает Центр образования естественно-научной и технологической направленности, точки роста, в том числе изучает основы робототехники, трехмерного моделирования, посещает занятия цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного направлений, учится создавать медиапродукты. Дочь Михайловых Виктория в 2020 является врачом-терапевтом по программе «Земский доктор», поехала работать в Жиганский район и получила грант в размере 1 миллиона рублей. В 2021 году Виктория была зачислена в ковидные бригады, так как она непосредственно работает с заболевшими коронавирусом. Ей выплачиваются федеральные специальные социальные выплаты по постановлению правительства РФ Российской Федерации 1762. В 2021 году в село Жиганск также у нас повысилось качество авиасообщения. Там завершена реконструкция аэропорта село Жиганск. Также обеспечение всех учреждений здравоохранения широкополосным доступом к сети интернет позволит Виктории и другим врачам проводить консультации в режиме удаленного доступа между медицинскими учреждениями, что повысит качество медицинского обслуживания.
В целом по республике прогнозируется повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2030 году до 78 лет. Факт за 2020 год составил 71,1 лет. Младший сын Василий по программе «Местные кадры в промышленность» устроился в компанию «Полюс золота» в Алданском районе. В 2022 году по программе «Газпром детям» в городе Алдане будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. И в 2020-2021 годах семья Михайлов, как и многие из нас, была лишена возможности путешествовать. В 2022 году семья планирует восполнить этот пробел и освоить культуру и историю своей страны путем внутреннего туризма в соответствии с указом президента Российской Федерации и по новому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках нового нацпроекта будут реализованы меры по развитию туристической инфраструктуры и туристических продуктов. Мы надеемся, что реализация национальных проектов, достижение целей стратегии, реализация национальных программ развития Дальнего Востока окажут благотворное влияние на жизнь и повышение доходов всех семей Якутии. Спасибо за внимание.